привет! Привет. Меня зовут Вика, а рядом со мной Женя Новгородова, и это рубрика «Якутяне в Москве». Привет. Я Женя. Да, это Женя Скромняшка, она получила очень много лайков. Правда? Мне кажется, это твое видео наше получило видео. много лайков. Ну, и ты тоже, конечно же. Вот, а мы сейчас в очень классном месте. Это бывший ресторан 4... Времена года. Времена года, да. Да. А какой архитектор его переделал в гараж? Это Рэм Колхес, такое известное архитектурное бюро из Нидерландов, OMA. Круто. Да. Вот. Я тоже хотела подготовиться, но не смогла запомнить. А вот Женя, она спец, кстати, она очень интересуется творчеством архитекторов. И сегодня мы с ней прогуляемся и узнаем очень много нового из мира искусства. А на заднем фоне у нас недавно установлена инсталляция российского концептуального художника Матросова. С такой надписью «Нет, не могла же она знать, во что это все». Не знаю, я это отношу к такой игре. Это абсурдная игра слов, но мне кажется, это в какой-то мере про Дашу Жукову, основательницу гаража. Не могла же она знать. Да, во что это все? Во что это все выльется. Какой огромный гараж. И правда, это действительно в полном смысле этого слова музей современного искусства. Да, они не позиционируют себя как музей, не только составляют свою коллекцию, они, по-моему, до сих пор называются Центр современного искусства, или уже переименовались в музей. Возможно, по-моему, музей. Я много раз видела музей. Да, потому что вначале они были как Центр современного искусства. А мне очень нравится вход. Он такой: Сим-Сим, откройся. Я пару раз даже мимо прошла. Такой очень лаконичная вообще вся архитектура, фасад. Рэм Колхес этим отличается. Ребят, мы тут внутри капсулы. Да. Обратите внимание, что это все одежда. Это задумка художника японская. Это да? китайская, да, художница Инси Джен. Вот да. как раз Женя 7 лет жила в Пекине. Да, 5 лет в Пекине, да, 5 и 2 в Гонконге. И 2 в Гонконге, да. И можно сказать, Женя у нас китаевед. Ты знаешь, да, эту художницу? Ты ходила в Пекине? Да, я видела ее инсталляции, сделанные тоже с использованной одеждой в Пекине. Она очень известная художник в Китае. А здесь, в Москве, это ее первая инсталляция, и одежду для нее приносили москвичи, сдавали. Прямо гараж публиковал на сайте призыв о том, что надо сдать одежду. Они не указывали, какие цвета, но вот она отобрала белый и красный. Слушайте, ничего себе, я этого не знала. Да. Я просто слышала капсула из одежды. Могла бы помочь искусству и сдать свою одежду. Да. Очень забавно, так много белых рубашек. Все клерки с Москва-Сити, наверное, знают свою рабочую униформу. Очень вероятно. Ребята, это то, что мы видим. Мы тут нагло пришли и сели, и тут есть, конечно же, смотритель. Вот, но мы никому не мешаем пока и болтаем. Жень, расскажи, в тебе же есть якутская кровь? Да, моя бабушка якутка, Марфа Иннокентьевна Новгородова. Она родилась в Чурапчинском Лусе. Потом переехала в Якутск, и я тоже, собственно, родилась в Якутске. Выросла в Якутске, и меня до сих пор, когда кто-то спрашивает, а откуда ты, я, конечно же, говорю, что я из Якутска. Вот, несмотря на то, что я переехала очень давно, сразу после окончания школы, но для меня Якутск всегда моя родина. То есть, в принципе, там, где я сформировалась, и я очень-очень скучаю по Якутску. Даже здесь, в Москве, начала учить китайский язык. И ездила от университета на стажировку, потому что у нашего факультета был обмен с китайским университетом, и было очень много желающих китайских студентов приехать учиться сюда.
А на тот момент, на начало 2000-х, очень мало наших студентов хотели поехать в Китай. Сейчас, конечно, больше, но тогда нас вот было 3 человека, и мы год стажировались, изучали язык в Китае. И после окончания я нашла работу, связанную с переводом, с китайским языком, и, поработав недолго в Москве, переехала на работу в Пекин. И мне Китай понравился очень и сразу. То есть это была такая любовь с первого взгляда. 7 лет в Китае. 7 лет в Тибете. До Тибета я, кстати, так и не доехала. Ты была переводчиком? Да, менеджер и переводчик, представитель компании. Но мы занимались поставками в Россию техники. Очень сложного оборудования, достаточно с огромными техническими спецификациями. Вот. И у меня была работа с инженерами, что после философского факультета, гуманитарного образования, тоже был такой большой челлендж, ты, наверное, трудность. умеешь кричать на китайском. Ну-ка быстро сделайте партию. Миллионов штук. По-китайски. На инженерском профессионализме. Нет, не буду. Ты же тоже была в Китае. Мы, кстати, то шаоче. То шаоче. Как еще нас понимали? Да. Пидзё. Пидио. Да. Вот, это самые нужные фразы. Сколько стоит и пиво. Все. Нет, Жень, я так не играю. Скажи, пожалуйста, что-нибудь. Ну, что сказать? Ну, скажи. 大家好，我建议你们看 Vika 的 YouTube 点时间。 Вау, слушай, классно. Блин, нет, мне кажется, Давай как еще сказать раз. YouTube канал. Сейчас я. Нет, YouTube нормально. Да, просто нет, люди хоть YouTube, что-нибудь ну поймут. да. И с китайским такая история, что если ты там искренне, не побоюсь этого пафосного слова, не любишь Китай, культуру, не интересуешься ей, то даже не стоит начинать учить этот язык, потому что, долго ты не протянешь. Через 2-3 года я уже начала осознавать, что это не мое, и мне не хочется выстраивать карьеру в бизнес-сфере. Поэтому я уехала в Гонконг, что это тоже был такой город моей мечты еще со времен просмотра фильмов Вонга Кар-вая. Были у нас такие в кинотеатре Лены, если кто помнит. И Гонконг всегда был большой-большой мечтой. И в какой-то момент я решила ее осуществить и совместить учебу в Гонконге, с проживанием в этом городе. И переехала в Гонконг на 2 года учиться на факультете искусств Гонконгского университета. Вот. И Где ты стала искусствоведом? да, это такая даже не искусствоведческая, более широкая. У меня была специализация культурология, были курсы по современной китайской литературе, современному китайскому кино, ну и, конечно же, искусство, архитектура, дизайн и разные общие теоретические такие вещи. И уже в процессе обучения я начала сотрудничать с разными художниками, архитекторами, участвовать в их проектах, а потом уже начала работать сама как куратор. И когда уезжала из Москвы, я никогда не думала, что я сюда вернусь, потому что, несмотря на прекрасные годы обучения здесь, я думала, что это не мой город, такая суета, все куда-то бегут, и Москва, начало 2000-х, это совсем другой город, нежели чем сейчас, он очень отличается. И тогда для меня Китай, да, был такой прям прекрасной альтернативой. Вот. А сейчас я, на самом деле, в прошлом году приняла это решение после своей летней поездки в Москву, просто навестить друзей, поучаствовать здесь в одном воркшопе с архитекторами. И поняла, что да, действительно в этом городе, несмотря на все сложности, можно классно жить. В Москве все-таки есть друзья, здесь очень много моих одноклассников из Якутска, вот прямо много, да, чуть ли не пол нашего класса, каким-то образом, разными путями все сейчас оказались и живут здесь. Соответственно, их друзья
Ну вот, Вика, ты тоже, как мы, собственно, с тобой познакомились, Вика подруга моей одноклассницы Лены Платоновой Селедки, может быть, кто-то знает. Вот. Да. Так что оказалось, при моем переезде сюда, что это такое возвращение отчасти не только в Москву, но и каким-то образом опосредованно через вот всех моих друзей и возвращение отчасти вот в такую якутскую тусовку. Вот та плитка, которой были облицованы стены ресторана, и архитектор принял решение ее полностью не сбивать, не уничтожать, а вот так оставить как такое свидетельство. В прошлом здании. Да, так же как мозаику. Мне кажется, это очень здорово. Я обожаю в музее мало людей. Женя, давай Да. сравнивать жизнь в Москве, Пекине и Якутске. Да, давай. Еда. Где самая вкусная еда? Еда. Самая вкусная рыба. Самая вкусная рыба в мире в Якутске. В Китае, на мой взгляд, лучше всего готовят овощи. А в Москве, если честно, пока не поняла, что. Грузинская кухня. Где самый чистый воздух? В Якутске вообще без всяких сомнений, особенно зимой, когда минус 40. Да, в Пекине ужасно. Ты просыпаешься утром и открываешь глаза, и через окно не видишь здания через 100 метров просто из-за смога. В Москве неплохо, я бы сказала. Москва классный зеленый город, и даже летом в жару здесь не настолько ужасно. Так. По комфортности жилья. Пекин, да, несомненно. Ну, может быть, у меня такая перспектива экспата, человека, который там работал на компанию, и компания платила за его квартиру. То есть ты жила в небоскребе? Да, в таком высотном здании, как правило, да. И в Китае очень классная эта система компаундов, когда во дворе нет парковки, вся парковка подземная, во дворе сад в китайском стиле, с озером, в озере плавают карпы. В общем, Пекин. И большие квартиры, светлые, обычно панорамные окна. Пекин. Так. Давай вместе придумаем. Давай, не знаю, климат или погода, климат, еще что-то. Да, я бы сказала, что Москва в этом плане самая оптимальная, да, потому что в Москве, что-то среднее, здесь есть настоящая весна с цветением всех там деревьев фруктовых, полноценное лето, когда очень жарко, там можно купаться, золотая осень потрясающая просто, и настоящая зима такая волшебная. В этом плане, да, вот в Москве такой баланс, хотя вот эти межсезонья бывает ужасным, но в целом самый классный климат из этих 3 городов для меня в Москве. Где самый лучший музей? Музей тоже Москва. Несмотря на то, что в Пекине больше галерей современного искусства, там очень много международных галерей, но в Москве все-таки столько классных музеев, и сейчас такая жизнь, что да, я бы тоже сказала Москва. Активный отдых? Путешествие? Активный отдых, Якутск пусть будет, да, ты выехал буквально из города 20 минут, и ты в окружении такой шикарной природы, дикой, возможно, там никогда не ступала нога человека по тому лесу, где ты идешь, вот именно там, Якутск. Запросто с Мишкой встретиться. Да, Якутск. Ребят, всем спасибо, что были с нами. Если вам понравилось видео с Женей, то, пожалуйста, ставьте лайки. И, Женечка, ты, может, что-нибудь хочешь сказать якутянам? Якутянам нет. В первую очередь, большое спасибо тебе, что ты меня пригласил поучаствовать в интервью, стать героем твоего видеоблога. Я, на самом деле, посмотрела уже все выпуски, которые есть на твоем канале, и все герои предыдущие потрясающе интересные ребята. Не знаю, буду ли я там в одном ряду. Да, в общем, все смотрите блог Вики, рекомендую, честно. И я вставлю, как ты на китайском об этом говоришь. Да, была там фраза. В общем, ребят, знаете, у нас есть свой человек искусства в Москве. Это Евгения Новгородова. Всем пока. Пока. Давай еще раз. Давай еще раз. 大家好，我建议大家看 Vika YouTube 的节目，谢谢。